Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Главная задача – восстановление села. Село, население понимает то, что они не одни. Татары со всего мира продолжают помогать погорельцам села Юлдуз Курганской области. Какая ситуация там в эти дни и что необходимо, расскажет Алена Струминская. Май холодный, год хлебородный. И слухи пошли, что лето будет исключительно жарким. Вот. Ну, я очень сомневаюсь в этом. Быть или не быть жаркому лету, узнала Алия Хайрудинова. Растущая проблема. Поступило 1500 заявок. Для сравнения, за 4 месяца прошлого года их было почти в 3 раза меньше. Как в Казани собираются решать вопросы вывоза мусора, узнал Дмитрий Аренин. Крепкие корни. У нас много разных национальностей. Русские, белорусы, татары. Кто сегодня стал победителем фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи», расскажет Рамиль Галиулян. Татары по всему миру продолжают помогать погорельцам села Юлдуз Курганской области. Страшный пожар здесь уничтожил порядка 300 домов, 600 человек остались без крова. Огонь бушует в уральских и сибирских регионах страны. Десятки очагов возгорания на 1000 гектаров фиксируют и сейчас. Пожары пришли в Хабаровский край. В татарской деревне Юлдуз всю эту неделю будут разгребать пепелище и готовить площадку к новому строительству. Жители рассчитывают на помощь Татарстана и хотят полностью восстановить село. Алена Струминская расскажет о планах. Очень красивое село, размещенное в очень красивом живописном месте. Его практически нет. На связи из Курганской области жительница сгоревшего села Юлдуз Алена. Женщина рассказывает, благодаря помощи татар со всей России и особенно жителей Татарстана они смогли выстоять. И это получило такой большой резонанс среди всех татар, проживающих на территории Российской Федерации. Большая заслуга Всемирного конгресса татар, конечно, всех вас лично, что вы поднялись, объявили помощь, собрали помощь, продолжаете помогать. Страшный пожар практически уничтожил татарское село Юлдуз. Нетронутыми огнем остались мечеть, школы и несколько домов. Без крова 600 человек. Узнав о трагедии, на помощь пришел весь татарский мир. ВКТ организовал сбор гуманитарной помощи. За пару дней собрали вещи для детей и взрослых, посуду и теплую одежду. Более 3 миллионов рублей. Груз уже довезли. Сейчас на месте круглосуточно работают волонтеры, разбирают пепелища. Очередной груз гуманитарной помощи отправят в село Юлдуз в начале следующей недели. Вещами первой необходимости местные жители уже обеспечены. В приоритете строительные материалы. Закупить их помогут предприниматели-татары со всей России. Сейчас главная задача – отстроить село заново и восстановить историческую память о нем. Об этом говорят местные жители. Уезжать из села они не собираются. Это их историческая родина. Мечтают отстроить дома заново и восстановить утраченную ценную литературу. Во время пожара сгорела библиотека, а вместе с ней и книги об истории села. Все вы знаете, первую книгу мы написали в 2012 году. Дарили 1 экземпляр и Всемирному конгрессу татар. И еще 20 экземпляров у меня осталось как неприкосновенный запас. Но и они сгорели вместе со всей библиотекой. Теперь мое первое желание – восстановить нашу деревню, а второе – восстановить наши исторические книги. Татарстан продолжит помогать жителям села Юлдуз и со строительством домов, и с восстановлением документов. Население понимает то, что они не одни. И мы говорим, наш девиз, вот «Без берега, без накашбердамликта», мы вместе в единстве, наша сила, вот там она и проявляется. И для нас это очень важно. И вот та консолидирующая сила татарского народа, та системная работа, которая до этого велась, это и позволяет на сегодняшний день нам, объединившись в одно ядро, восстановить это село. 23 мая запланирована встреча вице-премьера Василия Шейхразиева и губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Они обсудят, как именно будет оказана помощь в восстановлении села, кто будет принимать в этом участие и когда строительные работы начнутся. Алена Струминская, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Аномальная жара накроет в этом году нашу страну. Такой информацией пестрит интернет в последние дни. Утверждается, это будет самое жаркое лето за последние 150 лет. Новость попала в топ читаемых и обсуждаемых. Ранняя весна, жаркий апрель, прохладный май. Все действительно говорит о том, что природа готовит сюрпризы. Алия Хайрудинова сопоставила приметы, развернула прогнозы и узнала мнение метеорологов. Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. В этом году жаркий апрель заставил аграриев на 2 недели раньше начать посевную, а майские заморозки пугают садоводов. Говорят, что если в середине мая начинают петь соловьи, то год будет урожайным. А вот каким будет лето, узнаем вместе. И вот это огромный антициклон, он перемещается на восточном направлении. Сейчас центральная часть России находится под властью антициклона. Барьерный он остановился у нас с начала мая и продержится еще 5 дней. Поэтому осадки проходят мимо, говорит профессор Юрий Переведенцев. Росгидромет уже составил прогноз на ближайшие месяцы. Ни один серьезный специалист не позволил бы себе сказать, что на всей территории страны будет какая-то определенная погода. Длительные прогнозы возможны, но в них возможны только общие слова. Теплее нормы, холоднее нормы. По предварительным долгосрочным прогнозам, у нас летний сезон будет на 1,5–2 градуса выше климатической нормы. Это немного. Дефицит осадков небольшой, примерно 10–20%. Основной недобор дождей придется на начало и конец лета. Небольшая положительная аномалия. Никак не может быть самое жаркое лето, потому что у нас при жарком лете температура воздуха на градусы выше нормы, а здесь около нормы вся температура. С федеральными коллегами согласны и казанские метеорологи, однако сбываются долгосрочные прогнозы лишь на 60%. Предсказать динамичные циклоны и антициклоны невозможно. Такие слухи пошли, что лето будет исключительно жарким. Вот. Ну, я очень сомневаюсь в этом, откровенно говоря. Это сомнительно. Если в мае, в июне будет много осадков, а температуры будут низкие, ниже климатической нормы, то урожай зерновых будет очень хорошим и для яровых, и для зимних культур и так далее. Вот в эти 2 месяца, именно май и июнь, требуются осадки, но не требуются высокие температуры. У народного синоптика Раисы Шакурова свои приметы. В мае и июне будет прохладно, а вот в июле и августе будет жарко. Даже засуху не исключаю, потому что ни в январе, ни в феврале осадков не было. А на Рождество аномально холодно, до 40 градусов. Норма осадков 36 миллиметров. За 2 недели мая их выпало 20. Ученые уверены, после ухода барьерного антициклона центральную часть России накроют дожди. А вот к августу температура действительно будет выше климатической нормы. К власти придет такое явление, как Эль-Ниньо. Воды Тихого океана нагреются до аномальных значений. В этом году действительно летом, в августе, прогнозируется, что это явление вступит в активную фазу. В последний раз такое наблюдалось в 2016 году. И тогда действительно наблюдался абсолютный максимум температуры на земном шаре. Важно отметить, что в тот год и лето в Казани также было теплым. Август значительно превышал норму, примерно на 4 градуса, и был экстремально жарким. Казанцы жаркое лето 16-го уже позабыли, но у них есть свои приметы. Говорят, май холодный, год хлебородный. Вот это и получается. А так вот насчет прогноза на лето, по-моему, синоптики даже не дают. Грунтовые воды в этом году высоко были, поднялись. Вот когда грунтовые воды поднимаются, лето жарко бывает. Если рябины будет много, то будет жаркое лето. Каким будет лето? Метеолетопись начнется уже через 2 недели. К слову, температурное лето началось уже сегодня, говорят синоптики. Столбик термометра поднялся до плюс 15. И так будет держаться до конца недели. Алия Хайрудинова, Андрей Ключников, ТНВ, Казань. В Набережных Челнах за эту весну зарегистрировано 42 случая горения сухой травы. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Такую статистику на совещании в мэрии озвучил представитель противопожарной службы Алмаз Мифтахуддинов. По его словам, основной причиной возгорания сухой травы и мусора стало неосторожное обращение с огнем. Наиль Магдеев поручил руководителям районов и надзорным ведомствам провести опашку территорий, создать минерализованные полосы, особенно в промышленной части города.
Нижнекамцев предупредили о поджигателях, которые устраивают пожары в ряде регионов страны. Об этом на совещании в мэрии сообщил руководитель Нижнекамского лесничества. Для предотвращения умышленного поджога в 16 сельских поселениях района созданы специальные профилактические группы. В Нижнекамском районе сейчас 155 точек возможного возгорания. Контроль за соблюдением безопасности ведется при помощи космического, авиационного и наземного мониторинга. Мэр Нижнекамска поручил ответственным ограничить доступ в лес для тех, кто намерен проводить пикники и разводить костры. Я прошу еще раз совместно с Земконтролем, совместно с службой МЧС полностью провести ревизию этих земель и уже дать предостережение собственнику для того, чтобы сделать так, чтобы не было ни полевых пожаров, ни лесных пожаров, ни пойменных пожаров. Власти Казани просят Госдуму и федеральный Минстрой внести изменения в законодательство об обращении с твердыми коммунальными отходами. Как сегодня заявил Ильсур Медшин, нужно сделать так, чтобы закон работал. Сейчас, как констатирует, картина выглядит удручающе, особенно на фоне предыдущих лет. По сравнению с прошлым годом в Казани число жалоб, связанных с мусором, выросло втрое, до 1500. У столичных властей к регоператору по ЖКХ есть ряд вопросов. Это и срывы в работе, и отсутствие необходимой инфраструктуры, например, полигонов. Как сейчас обстоят дела на местах и что предлагают скорректировать в законе, узнал Дмитрий Аринин. Это заявка в народном контроле от 10 мая. Жители Восстания-21 жаловались, что не вывозят мусор. Как мы видим, к сегодняшнему дню, то есть за 5 дней, мусора стало только больше. Здесь заполнены все контейнеры. Строительные отходы лежат и у специализированного отсека, и просто на земле. Как говорят местные жители, явно нужен бункер для крупногабаритного мусора, иначе площадка быстро переполняется. Я к ним обращаюсь о том, чтобы они поставили бункер. Они говорят, бункеров в городе нету. Как так нету бункеров? Это улица Брюсова в частном секторе. Здесь бункер есть, но к нему из-за горы мусора не подойти. Покосился и забор. Они как-то переворачивают этот контейнер. А вот то, что вот здесь, они не собирают, что на земле лежит. Неделю назад трактор приезжал, как-то вот собрал ковшом, и все. С начала года только через открытую Казань поступило 1500 обращений, связанных с мусором. Это в 3 раза больше, чем в 2022. Как сегодня отметили на совещании в мэрии, в городе не хватает около 300 контейнерных площадок. Также есть ряд системных проблем и вопросов к регоператору. Например, сбои в работе и отсутствие необходимой инфраструктуры, особенно полигонов. Так в Зеленодольском, Пестричинском, Лаишевском и Верхнеуслонском районах закрылись полигоны ТБО, а новые не построили. В результате их мусор поехал в Казань. Переполнение полигонов вынуждает рекоператора ограничивать завоз на полигоны некоторых видов отходов, статус которых ТКО или не ТКО до сих пор по-разному трактуется авторами закона о мусоре. Это, например, порубочные остатки, которые весной переполняют все емкости для сбора отходов. Ветки, поросль, прошлогодние листва и тому подобное. Отходы капитального и текущего ремонта жилых помещений, вывозимые подрядчиками на контейнерной площадке. Как считают власти Казани, для наведения порядка с мусором Госдуме и Минстрою страны нужно внести изменения в федеральный закон об обращении с отходами. Как отмечают, нужна работающая система утилизации мусора. Регоператор этим не занимается, не хочет или не может. Но от настроения одной компании мегаполис зависеть не может. Надо законодательно это прописать. По всем регионам картина одинаковая. Не только у нас в Казани, не только у наших соседей в муниципалитетах, но и по всей стране. Мы общаемся с коллегами, с муниципалами. Поэтому обсуждать бессмысленно этот закон. Нужно срочно вносить изменения в него с тем, чтобы он работал. Да, штанга тяжелая, но она точно подъемная. И ее точно нужно решать. Морфология мусора изменилась, количество мусора меняется, в том числе неразлагаемое. И если сегодня не принимать эти решения, то показывает практика, завтра у нас может не быть. Сбор, транспортировка, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов перешли в ведение региональных операторов в 2019 году. В западной части Татарстана этим занимается компания УК по ЖКХ. Как здесь отметили, в этом году в Казани установят 730 контейнеров для раздельного сбора отходов. Содержание в чистоте территории мест накопления ТКО – зона ответственности муниципалитетов и управляющих компаний. Регоператор регулярно напоминает, что выбрасывать строительство
строительные отходы на контейнерные площадки запрещено и что именно это во многих случаях может стать причиной срыва вывоза отходов и образования перенакоплений. Во избежание образования навалов и перенакоплений регоператор производит корректировку графиков вывоза ТКО и дополнительную установку емкостей на проблемные контейнерные площадки с учетом потребности. Некоторые места накопления отходов обслуживаются 2 и более раз в сутки. Сейчас рекоператор совместно с местными властями создает реестр контейнерных площадок. Такая цифровизация данных должна дать полное представление обо всех площадках ТБО, что и сколько складируют. Дмитрий Айрин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заработал. В Татарстане филиал возглавила Гузель Удачина. Фонд создан по указу Владимира Путина. Его задача – комплексное решение вопросов участников СВО, их семей и ветеранов. Сегодня на базе КФУ стартовала программа обучения социальных координаторов. Именно они будут курировать каждую семью защитника Отечества. В буквальном смысле помощь в формате одного окна. Кто готов стать социальным координатором и куда обращаться желающим, расскажет Рамиль Шайдулин. Вот к этому, коллеги, нам надо социальным координаторам всем вместе прийти. У нас должны быть с вами в руках механизмы разбора ситуаций. В зале представители разных профессий. Всех их объединяет желание помогать тем, кто сейчас в зоне проведения СВО и их семьям. Наиля Баталова, супруга мобилизованного, решила стать социальным координатором Государственного фонда помощи. Ей знакомы все вопросы, которые волнуют участников спецоперации и их близких. Это очень сложно, но победа будет однозначно за нами. Ребята защищают интересы страны там, мы защищаем интересы своей страны здесь. О том, что по возвращении та или иная помощь нужна каждому, по себе знает и ветеран СВО Андрей Панько. Он вернулся со спецоперации в сентябре прошлого года. Начиная от военкоматов, удостоверений и кончая выплатами какими-то за ранениями. Есть вопросы, они есть, их не так много, как казалось, но тем не менее их нужно решать. Каждый важен, каждый нужен. Сотни добровольцев с похожими историями сегодня пришли в КФУ. Здесь стартовало обучение социальных координаторов фонда «Защитники Отечества». Он был учрежден по указу Владимира Путина. О его необходимости глава государства заявил в послании Федеральному собранию. Работа Государственного фонда должна быть открытой. А сам порядок оказания помощи простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор. Обучение не ограничивается только жителями Татарстана. В качестве участников здесь рассматривают претендентов еще из Башкортостана, Ульяновской области, Удмуртии, Перми. Все, кто хочет помогать и готов учиться тому, как это делать наиболее эффективно. На первом этапе, говорят организаторы, курс пройдут 200 человек. До конца года планируют обучить порядка 800. Это не только лекционные занятия, не только когда мы чему-либо научаем наших будущих с вами социальных координаторов, а это еще и тренинговая форма, в рамках которой будут отыграны различные такие реальные ситуации, в которых им придется в ближайшее время оказаться. Главная задача – подготовить людей, которые смогут решить все вопросы ветерана СВО или семьи погибшего военнослужащего, напрямую донося их просьбы до органов власти. Сегодня стало известно, филиал фонда в Татарстане возглавит Гузель Удачина. У нее, как у экс-уполномоченного по правам ребенка и судьи Конституционного суда республики, большой опыт. Конечно, эта работа требует знаний. И вот те образовательные семинары, которые стартуют сегодня, они, конечно, помогут нам эти знания приобрести. Работа предстоит большая, непростая, но очень важная и нужная. Потребуется ваша полная самоотдача. Мы рассчитываем на вас. Работаем вместе. Большое вам спасибо. Спектр знаний, которыми должны владеть социальные координаторы по окончании обучения, максимально широкий. От медицинской, социальной и психологической реабилитации до вопросов обеспечения лекарствами, протезами, переобучения и трудоустройства. Подать заявку для обучения на социального координатора можно в официальных сообществах фонда, указанных на экране. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ.
Казань. Набережные Челны готовят ресурсы и граждан на случай масштабной эвакуации. Как будут функционировать убежища в случае военной угрозы, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов принял участие в заседании комиссии по научно-технологическому развитию России. Обсудили меры государственной поддержки сферы науки, технологий и инноваций, совершенствование системы управления исследованиями и разработками, а также повышение инвестиционной привлекательности научной отрасли. Они объездили весь мир, чтобы узнать свой род до 10-го колена. Сегодня в Международный день семьи в Казани выбрали лучшую историю семьи Татарстана. На фестиваль «Эхо веков» приехали из Аксубаева, Ютазов, Сабув и Заинска. Об истории своего рода многонациональные семьи-участники рассказали лично Рустаму Минниханову. В год национальных культур и традиций это особенно значимо. Рамиль Галиуллин о том, кто знает свою династию лучше всех. Встречают гостей по всем семейным традициям, с песней и в народных костюмах. На столе национальные блюда, приготовленные по старинным рецептам. Фестиваль «Эхо веков» в истории семьи собрал участников со всего Татарстана. С ними знакомится Рустам Минниханов. Здравствуйте, гости дорогие! Генеалогическое древо семьи Лозовых-Ярцевых насчитывает 10 поколений и почти 700 имен. У них самая интересная география. Члены семьи живут по всему миру, от Сан-Франциско до Рейкьявика, но большинство в Казани. Нужно чаще общаться, наверное. Мы стараемся это делать. Даже на сегодняшний день, несмотря на то, что члены нашей семьи живут в 27 разных городах мира, мы общаемся, делаем это с удовольствием, поэтому нам, наверное, удается сохранить память о наших предках. Хранят память и традиции в семье Абдурахмановых из Ютазов. Их род берет начало в Дагестане. Прадед Магомед стал жертвой сталинских репрессий и был сослан в Ютазинский район, где и познакомился с женой Фаридой. Семейная реликвия – папаха, которая передается по мужской линии уже 7 поколений. Мы нашли 7 поколений, 122 члена семьи. Но мы на этом не останавливаемся. У нас очень много родственников в Дагестане. Мы держим с ними тесную связь. Есть свои особенности у семьи Ахмедзяновых из Заинска. Фамильный знак, похожий на куриную лапку, большая гордость и часть истории 10 поколений. Испокон веков этот штамп ставился на все имущество нашей семьи. Знак, который много лет приносит нам удачу. Сейчас у моего сына своя птицеферма, которая успешно работает. В их доме не утихает музыка и всегда звучит детский смех. Это большая семья Хантимировых из Сабов. Но владеют они виртуозно не только музыкальными, но и строительными инструментами. Создавать новое и укреплять былое – их семейная традиция. Первый самым мастером был Хантимир Бабай. Все время работал на колхозе и механизатором, и обычным рабочим. У нас есть свои мастера, которые строят красивые дома и делают мосты. Бережет историю для будущих поколений семья Гарафуддиновых из Кайбец. Они помнят историю предков в 11-м колене. Их роду принадлежат корни знаменитой оперной певицы Галии Кайбецкой. У деда Даяна было 6 сыновей. От Сулеймана корень пошел Галия Кайбецкая. Потом от Муртазы наше родословное пошло, Гарафуддиновых. Об истории и своих традициях семьи-финалисты рассказывают уже на сцене Камаловского театра. Рустам Минниханов отметил, важно сохранить память и донести ее до будущих поколений. Родословно не просто перечисляет представителей одного рода, а позволяет почувствовать себя неотъемлемой частью единого потока сменяющих друг друга поколений. Отрадно, что сегодня изучение истории своего рода, составление родословной приобрело необыкновенную популярность. Помогает участникам найти свои корни Госархив Республики. Фестиваль проводится в 5-й раз. За эти годы он объединил больше 700 семей. Это 10 тысяч человек. Уважаемые семьи, хочу поблагодарить вас всех за участие в нашем фестивале. И каждый из вас внес неоценимую частичку, вклад в историю, во-первых, фестиваля, а во-вторых, и в историю своей семьи. Сохраняйте самые яркие и красивые традиции, обычаи своих бабушек, дедушек и родителей. На сцену приглашаются члены семьи, а также глава района. Победителем стала семья Хантимировых из Сабинского района. Они получили денежный приз – 150 тысяч рублей. Семья Андреевых из Аксубаева заняла 2-е место. 3-е – у казанской семьи Лозовых-Ярцевых. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зайдинов, ТНВ, Казань.
Мобильные поликлиники отправились на промышленные предприятия. Так рабочие могут пройти профилактические осмотры у врачей, не отрываясь от производства. Эту работу в республике организовала партия «Единая Россия» по поручению Рустама Минниханова. На этой неделе мобильная поликлиника работает на Казанском вертолетном заводе. Сидишь при физических нагрузках, бывает, ногу не отдает, и туда вот. Слесарь Игорь Каяткин на приеме у невролога. Как только узнал, что на предприятии будет работать мобильная поликлиника, сразу записался к врачу. Говорит, уже продолжительное время есть боли в пояснице, но все откладывал поход в больницу. В основном сидячая, поэтому может возникнуть там проблемы с позвоночником. И очень удобно, когда к специалисту можно, так сказать, не отходя от работы, посетить, то есть не надо отпрашиваться. Мобильная поликлиника будет работать на КВЗ всю неделю. Кардиолог, невролог, эндокринолог, пульмонолог, сосудистый хирург и другие врачи ежедневно принимают здесь по 160 пациентов. На вертолетном заводе больше 5000 рабочих, и каждый может прийти к нужному ему доктору. Я обратился по проблемам с железами, и в целом мне посоветовали сделать УЗИ. УЗИ будет завтра, так что я еще раз сюда же приду. Такой профилактический осмотр проводят в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Межведомственную работу по развитию системы охраны здоровья на промышленных предприятиях Татарстана организовала «Единая Россия» по поручению Рустама Минниханова. Достаточно много случаев и профессиональных заболеваний, и достаточно много случаев, когда из-за занятости на производстве человек не может обратить внимание на себя. И здесь мы должны найти новые подходы для того, чтобы человек, даже работая, мог сохранить свое здоровье. Это вернуться к принципам цеховой медицины, вернуться к принципам занятий спортом на производстве. Новые подходы обсуждали сегодня на заседании Общественного совета нового партпроекта. Специалисты отмечают, сейчас насчитывают 211 профессиональных заболеваний. На промышленных предприятиях чаще всего это тугоухость из-за сильного шума на производствах и близорукость из-за плохого освещения. Также заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологии и гастроэнтерологии. Одно из предложений, из моделей – структурировать вот это взаимодействие между предприятием, которое предлагает помещение для здравпункта. Здравпункт лицензируется поликлиникой территориальной. Поликлиника плюс к этому выполняет необходимые задания, программ профилактики и, самое, наверное, главное – создают единую медицинскую базу паспорта здоровья предприятия и работников, которые на нем заняты. На промышленном производстве в республике сегодня трудятся 1,5 миллиона человек. Как отметил глава Минздрава, большая часть из них обращается в частные клиники. Сейчас важно наладить их работу с системой здравоохранения. Интеграция с частными медицинскими центрами. И в реалиях 2/3 предприятий, что крупного, что и среднего бизнеса, они имеют договора с частными медицинскими центрами. Получается, что мы не имеем абсолютной информации о состоянии здоровья трудоспособного возраста пациентов. Однако здесь много вопросов. Как организовать передачу данных пациентов, как к этому привлечь частные клиники и как в целом будет работать система. Фарид Мухаммедшин отметил, этот вопрос важно решить на законодательном уровне. Создать рабочую группу по разработке соответствующего законопроекта в Республике Татарстан. Не исключаю, что мы с вами в ходе реализации этой задачи сделаем законодательную инициативу Государственной Думы Российской Федерации. Мы хотели бы, чтобы вот такие проекты популяризировать на территории Республики Татарстан. Кроме этого, мы хотели бы отдельно рассмотреть вопросы сельского здравоохранения, также выехав и проведя вот этот вот общественный совет в сельской местности. В этом году программа здоровья на производстве охватит сотрудников основных промышленных предприятий. Вероника Гайнудинова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. 4,5 миллиарда рублей направит правительство России в 7 регионов на строительство новых школ. Деньги получат Татарстан, Пензенская и Владимирская области, Северная Осетия, Ингушетия, Саха-Якутия, Приморский край. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, на эти средства завершат строительство 9 общеобразовательных учреждений и создадут свыше 8000 школьных мест. Жители Нижнекамска призвали вовремя проходить диспансеризацию. С начала года обследования прошли всего 14 тысяч человек. Это в 4 раза меньше, чем было предусмотрено ежегодным планом. С начала года в городе скончались 666 человек, и лишь 56 из них были на медобследовании. Еще одна удручающая цифра, которая сегодня прозвучала на совещании, это низкая активность людей трудоспособного возраста. Среди рабочего населения обследования прошли всего 5 человек. Глава района Рамиль Мулин потребовал
потребовал предоставить список тех руководителей, в коллективе которых низкий процент прошедших диспансеризацию. Я прошу все-таки уделить внимание вопросам диспансеризации в своих коллективах, да, вот как работают наши промышленные предприятия, вопросу, как проходим, что необходимо сделать. И этот вопрос нужно взять на себя. Начинайте с себя. Давайте поэтому в следующий раз, когда будете выступать, я прошу дать уже персональный список вот всех руководителей сидят, все ли прошли медосмотры, все ли прошли диспансеризацию и какое у них отношение к здоровью. В Нижнекамске прошла первая велоэкскурсия по культурным и историческим объектам города. Она была организована на средства гранта программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». Маршрут у нас несложный. Местом встречи велосипедистов стала площадка у памятника воинам-интернационалистам. Скульптуру открыли в 2013 году в исторической части Нижнекамска. Перед началом экскурсии диагностика транспорта. Отсюда участники экскурсии отправились к городскому музею. Наш музей был основан в 1976 году. В комплексном городском музее представлена история развития Нижнекамска с древнейших времен. 14 выставочных залов, около 30 тысяч экспонатов. Этот зал, он связан с историей города Нижнекамска, потому что на самом деле Нижнекамска не было бы, если бы в 1958 году не было принято решение о строительстве Нижнекамского химкомбината. Следующий объект велоэкскурсии – Дом народного творчества. Здание с 45-летней историей появилось в Нижнекамске благодаря Нижнекамскнефтехиму. Это место культурного притяжения для всех горожан. В 2018 году это здание было передано от Нижнекамскнефтехима городу. Это уже спортивный клуб «Факел». Зданию чуть больше полувека. Сейчас при поддержке Сибура здесь идет капремонт. Потом ребята проехали к музыкальному колледжу, театру юного зрителя, остановились и у памятника основателю Нижнекамскнефтехима и города Николая Лимаева. Организатором такой экскурсии стал руководитель Союза велосипедистов Республики Раис Шаехов. Когда Сибур объявил грантовый конкурс «Формула хороших дел», я понял, что это возможность как раз реализовать эту идею. Вот. Хочется, чтобы люди изучали свой город, знали свой город, чтобы и взрослые, и дети вместе с семьями ездили. Завершилась экскурсия в парке «Семья». Здесь участники попили чай и обменялись впечатлениями. Экскурсия нам очень понравилась. И в дальнейшем хотим, чтобы такое дело продолжалось у нас. И спасибо, конечно, Сибуру. Знакомство с историей города на велосипеде продолжится. Следующая экскурсия должна состояться через месяц. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. В Казани подвели итоги школьной волейбольной лиги сезона этого года. Лучших в Центре волейбола Санкт-Петербург наградил Фарид Мухаммедшин. Это команда из Алькеевского, Зеленодольского, Сабинского районов и Набережных Челнов. Первое место среди юношей заняли ребята из Бавлинского района, среди девушек из Казани. Им Фарид Мухаммедшин вручил кубок президента Федерации волейбола республики, а также пожелал успехов и призвал равняться на профессиональных татарстанских волейболистов. Фарид Мухаммедшин отметил, за 5 лет проведения школьная волейбольная лига стала одним из самых массовых спортивных мероприятий в Татарстане. В этом году она объединила 27 тысяч ребят из всех районов. Юные спортсмены провели 11 тысяч матчей. Волейбол – излюбленный вид спорта татарстанцев в нашей республике. Им занимаются 47 тысяч человек. Главное, еще и растет само качество проведения школьной волейбольной лиги. И судейство профессиональнее становится. И спонсоры, которые поддерживают, активнее включаются. И самое главное, директора школ, преподаватели физкультуры в наших школах, они почувствовали важность, необходимость этой большой работы. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте, телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Аделиной Зарифовой. А я с вами прощаюсь. До встречи. Май не перестает удивлять, и нас вновь ожидают погодные изменения. Здравствуйте! Холодный ветер охватил Татарстан, но помните, что не хорошая погода делает нашу жизнь ярче, а добрые и светлые поступки. А какие изменения прогнозируют синоптики, узнаем через несколько секунд. Компания «Данил Мастер» дарит подарки. Весенняя скидка на заказ корпусной мебели 20%. Торопитесь, акция действует только до конца мая. Подробности по телефону 2 167 166. А теперь о погоде.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево будет ясно и сухо. Ночью прохладно около 8, днем потеплее до 21 градуса выше 0. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также без осадков. Будет тепло, но ветрено. Ночью плюс 8, днем потеплее до 22 градусов со знаком плюс. Жители Агрыза, Менделеевска и Актаныша будут наблюдать похожую картину. Ночью около 8 тепла и до плюс 22 днем. Безоблачное небо и отсутствие осадков по прогнозу в Арске, Кукмаре и Балтасе. Ночью около 8 тепла, днем температура повысится до плюс 22. В Болгаре, Доржаном и Буинске небольшая облачность, но осадков ждать не стоит. Температура ночью около 10 тепла, а днем около 20 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистой Поле и Мамадыше ночью до 9 градусов тепла, днем плюс 22. В среду станет теплее. Специализированный застройщик АК «Ташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Алтын-Яр» на берегу озера Средний Кабан. Прекрасный вид на акваторию озера, продуманные планировки квартир, благоустроенные дворы с ландшафтным дизайном. При покупке квартиры в мае в подарок скидка до 700 тысяч рублей. Подробнее по телефону в Казани 2 16 68 68. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68. Лилианс – это красивая, качественная, а главное – удобная одежда для дома и отдыха. В честь открытия нового магазина в торговом центре Паркхаус всем покупателям скидка 20%. Лилианс. Будь красивой всегда и везде. ТЦ Южный 2 этаж, ТЦ Паркхаус 1 этаж. Казанская швейная фабрика «Лилианс» – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. В Казани небольшая облачность и без осадков. Ночью до плюс 11, днем значительно теплее, около 22 градусов выше 0. Ветер северо-восточный умеренный. Атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы. Магнитное поле Земли также спокойное. Санчи – сокровище китайской медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 19 и 20 мая в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Это были все новости о погоде. В студии была Аделина Зарифова. Всего вам самого светлого и до встречи!